эфире телеканала программа «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о темах вечернего выпуска. Центр стрелковой подготовки военнослужащих построят в Якутске. Многоквартирный дом в Мирном остается без тепла после ликвидации сбоя в котельной. На отчете правительства линчанам ответили на самые наболевшие вопросы. Волонтеры Владивостока готовятся к работе на зимних играх «Дети Азии». Турнир по мини-футболу за Кубок Витязя стартовал в Алдане. Глава Якутии на встрече с ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции сообщил, что в республике построят Центр стрелковой подготовки военнослужащих. Первый этап этого объекта будет введен уже весной этого года. Как отметил Айсен Николаев, Якутия станет центром подготовки снайперов. На встрече также обсудили проекты и инициативы в области социальной защиты участников боевых действий, направления военно-патриотического воспитания молодежи. Руководитель региона поблагодарил ветеранов боевых действий за активную гражданскую позицию. В Новгородской области проходит мероприятие, посвященное 80-й годовщине сражения на озере Ильмень. 23 февраля 1943 года 19-я, 40-я и 3-я отдельные лыжные бригады 27-й армии Северо-Западного фронта, в составе которых были якутяне, попали под немецкий обстрел. Многие погибли. Почтить память якутских солдат в Новгородскую область приехала делегация из Чурапчинского улуса. Из города Старая Русса на прямую связь выходит моя коллега Айсена Бурнашова. Айсена, приветствую тебя. Приветствую, Кристина. Добрый день. Действительно, в Старую Руссу, город Старую Руссу, приехала большая представительная делегация из Чурапчинского улуса. Это целых 49 человек, 27 из них дети. И у них просто очень большая программа. Я о ней расскажу чуть позже. Хочется ответить на вопрос, почему же именно в Старую Руссу? Да потому что именно этот город считается неким символом боев Северо-Западного фронта, неким символом мужества советской армии. Вы только представьте, сейчас этот город вполне современный, красивый. Здесь большие парки, ухоженная территория. Но еще в 41-44 годах этот город был полностью оккупирован немецко-фашистскими захватчиками и был уничтожен до основания. Все это возводилось силами советской армии. И вот чтобы освободить этот город, чтобы освободить эти земли, в 42 и 43 годах наши солдаты провели несколько стратегических операций. Одна из них Демянская. Это озеро Ильмень, где и сражались бойцы-якуты. Очень крутой берег озера Ильмень, очень суровый климат. Все это само по себе уже было неким героизмом пройти и победить. И они не побоялись. Мы всегда чтим и помним этот подвиг. И у нас есть улица в городе якутских стрелков. Это тоже дань памяти. Ну и повторюсь, что в делегации Чурапчинского улуса 49 человек. Это очень большая представительная делегация. И 27 человек из них дети. Вы только представьте. Чурапчинская делегация этим поступком, этой цифрой хочет доказать, чтобы поколение, молодое подрастающее поколение тоже чтило и знало о подвигах Великой Отечественной войны. Они приехали вчера ночью через Санкт-Петербург. Утром уже были в Старой Руссе. И сегодня же стартовали первые мероприятия их обширной программы. А так, например, мы находимся в парке Победы Старой Руссы, и буквально пару минут назад здесь завершился военный митинг в честь воинов-интернационалистов. Из Чурапчинского улуса здесь сражались 102 человека. И более 2 трети здесь остались. И мы специально привезли школьников, чтобы память о них именно была у подрастающего поколения.
Сегодня также пройдет дружеская матчевая встреча по вольной борьбе. Все мы знаем, что чурапчинцы – это люди спортивные. Сегодня они покажут свои спортивные достижения вместе с ребятами из Старорусского района. Также сегодня вечером в ДК «Русич» пройдет совместный концерт. Это будет очень яркое мероприятие. Ну а завтра кульминация программы Чурапчинского улуса. Всей делегацией мы поедем на озеро Ильмень. И обязательно также будет подключение. Встретимся с вами завтра. Спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Айсена Бурнашова. В столице Якутии почтили память воинов-афганцев возложением цветов к монументу, посвященному подвигу участников боевых действий. Напомним, в афганской войне приняли участие более 800 якутян. Воины-интернационалисты внесли значимый вклад в укрепление славных традиций российской армии. Многие из участников афганской войны проявили себя в общественной деятельности, участвуя в ветеранском движении. Такая работа проводится для укрепления патриотического духа среди подрастающего поколения. В этот день мы всегда празднуем его, отмечаем не только как День ветеранов Афганистана, но и всех локальных войн. Сейчас, конечно, у нас уже есть свой объединяющий праздник. Благодаря указу Александра Сергеевича 1 июля День ветерана боевых действий. Теперь летом мы будем отмечать наш общий праздник ветеранов боевых действий. А сегодня мы отмечаем и вот эти слова, которые на памятнике, памяти павших во имя живых, они очень важные для нас слова. Торжественные мероприятия, посвященные этому дню, прошли в Нерюнгри. Подробности у наших коллег. В Нерюнгри у памятника воинам-интернационалистам состоялся традиционный митинг в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В нем приняли участие члены общественной организации «Боевое братство», ветераны локальных войн. К памятнику воинам-интернационалистам были возложены цветы. Я вам скажу такую вещь, что это важно не только для ветеранов, а для всех, вот для молодежи особенно. Мы же, считайте, отвоевали, прожили. Я вот сейчас собирался, от военкомата ходил, чтобы меня отправили на Украину. Мне военком сказал, что нечего тебе там делать. Хватит, ты уже отстрелял свое. Решением районных властей в этом году в поселке Золотинка Нерюнгринского района на родине героя будет установлен бюст воину-интернационалисту Игорю Молдаванову, который за мужество и героизм удостоен звания Герой России. Память о нашем герое, нашем велике должна жить у всех нерюнгринцев. Это сейчас как никогда актуально, потому что патриотическому воспитанию сейчас отводится особое место, и поэтому было принято решение изготовить бюст героя и поставить на родине. Значит, изготовлением бюста занимается компания, которая находится в городе Санкт-Петербурге. Бюст будет бронзовый у нас по всем канонам изготовления, бюстом героем Советского Союза и героем Российской Федерации. Мы предполагаем установку данного бюста к 9 мая. Сегодня ветераны в гуще событий принимают активное участие в жизни страны и общества, патриотическом воспитании молодежи, являясь примером мужества и стойкости. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. В аэропорту Якутска встретили раненых бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Их встретил заместитель руководителя управления делами главы и правительства республики Виктор Говоров. От имени главы Айсена Николаева военнослужащим вручили якутские ножи. По словам бойцов, они были мобилизованы осенью прошлого года и, находясь в зоне проведения СВО, получили сильные ранения. Сейчас они находятся на больничном. Им предоставили возможность увидеться с семьей и пройти реабилитацию. Спрыгивал с Урала в полном мундировании. Ну, так получилось. Там скользко, глина. Подскользнулся и упал на колено, и, соответственно, травма. Сначала до дома добраться надо, а там в поликлинику, как бы уколы в сустав. Там много чего. Терапия 6 месяцев, по идее. Ну, дали срок 30 дней. В городе Мирном накануне произошел сбой в котельной. Причиной сбоя стал прорыв магистральной сети и снижение давления. Авария на трубопроводе силами предприятия тепловодоснабжения оперативно была ликвидирована. Запустили все 3 котла.
Но тем не менее, впоследствии аварии в некоторых многоквартирных домах все еще нет тепла. Люди вынуждены греться с помощью электроприборов и духовых печей. Почти сутки жители дома 12 по улице 50 лет Октября остаются без тепла. Управляющая компания, в свою очередь, ситуацию комментировать отказалась. Когда в доме запустят тепло, неизвестно. В 6:20 я позвонила, мне ответили, как это у вас нет отопления. И в 9 часов я уезжала с детьми в больницу, и только приехала бригада мастеров. По возвращению с больницы я смотрю, они нам срезают батарею, потому что, естественно, все прихватило. То есть, этого времени достаточно, у нас похолодало больше -30, и ночи было достаточно, чтобы заморозить весь дом. По некоторым стоякам запустили отопление, а у нас не могут найти хозяина самой нижней квартиры, и поэтому мы должны сидеть и мерзнуть. Вообще не понимаю, почему отопление запускается из чьей-то квартиры, почему это не делается через узел ввода. Незнание или игнорирование пунктов правил дорожного движения может стать причиной транспортного происшествия. Ответственные автолюбители наравне с сотрудниками госавтоинспекции отмечают, что многие водители очень часто нарушают правила на перекрестках с круговым движением. Какие ошибки совершают при въезде на данном пересечении дорог, узнала Галина Чекурова. Если в кольцевую, в круговое кольцо, какой поворотник надо включать? Смотря с какой стороны. То есть левой? Левый поворот. Угу. А почему? Так. Все налево идут, круговой. Правый? Нет, левый. Потому что движение против часовой. По идее, я либо если прямо едешь, то правый поворотник получается. А если ты в круговую въезжаешь совсем уж сбоку, то лучше, наверное, левый включить, чтобы понятно было, что ты туда, а не направо уезжаешь. Как-то так, наверное. Ой, вы знаете, это вообще какой-то вопрос двоякий. Кто-то правый включает, кто-то левый включает. Я вообще ничего не включаю, только при выезде. По словам специалистов, 90% водителей нарушают правила дорожного движения при въезде на перекресток с круговым движением. Так, необходимо включать правые поворотники только при въезде и только при выезде. Помимо неправильно включенного поворотника, водители часто нарушают правила съезда с перекрестка с круговым движением. Так, водители выезжают из пересечения дорог с левых полос. Пункт 8.5 правила дорожного движения гласит, что перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан занять соответствующее крайнее положение, предназначенное в данном направлении, кроме въезда на перекресток с круговым движением. То есть вот мы с вами въехали в круговое движение. Сейчас я сделаю круг по кольцу. Когда мы с вами движемся по кольцу, никаких сигналов поворота мы не используем, потому что по факту это просто закругленная дорога. Но для того, чтобы съехать с перекрестка, мы должны занять вот эту соседнюю правую полосу движения, так как сейчас мы находимся в левой полосе. Для этого мы должны перестроиться. Опять же, согласно пункта 8.4 правил дорожного движения, при перестроении мы обязаны уступить дорогу тем, кто движется попутно, без изменения направления движения. То есть вот сейчас мы перестроились и съезжаем с круга с крайней правой полосы и только в крайнюю правую полосу. Правила нарушают не только на перекрестках с круговым движением. Халатность водителей становится причиной ДТП, в которых страдают не только автолюбители, но и пешеходы. Так, с начала текущего года в Якутске было зафиксировано 394 дорожно-транспортных происшествия. Из них 32 с пострадавшими участниками и 47 человек получили разной степени тяжести ранения. Также у нас с начала года 2 погибших. Это водитель и пешеход. Если смотреть по детям, то с начала года у нас 6 ДТП с участием несовершеннолетних до 18. И вот 6 все получили травму. Госавтоинспекция обращает внимание граждан на то, что любое транспортное средство является источником повышенной опасности. Поэтому каждый водитель должен понимать и осознавать свою персональную ответственность за нарушение правил дорожного движения. Галина Чекурова, Артем Алексеев, Якутск.
Глава Якутии Сан Николаев встретился с председателем Федерации профсоюзов республики Николаем Дегтяревым. В ходе встречи руководители рассмотрели вопросы реорганизации Якутскэнерго. Помимо этого обсудили актуальные вопросы, касаемые повышения уровня жизни трудящихся, защиты социально-трудовых прав и интересов работников трудовых коллективов. Особое внимание уделено системе оплаты труда трудящимся. Так, Сан Николаев поддержал идею увеличения индексации заработной платы бюджетникам. Сан Сергеевич полностью поддержал принятие порядка индексации работников бюджетной сферы. Этот вопрос уже долго тянется. И отрадно то, что сегодня мы получили, уже вышел план мероприятий года труда, и в план работы правительства это тоже включено. Поэтому мы совместно с социальными партнерами, с правительством и работодателями готовы вплотную по этому вопросу работать. 3 дня в Ленском районе работала правительственная группа во главе с председателем Ольгой Балапкиной. Сразу же по прилету делегация разделилась и отправилась по поселениям, где работала в течение 2 дней. После состоялись рабочие совещания и встречи, прием граждан по личным вопросам, и завершилась поездка отчетом правительства перед населением города. С подробностями наши коллеги. Наша съемочная группа побывала на отчетах с правительством в Бичинчинском наследии. Вопросов жители задавали не так много, но каждый из них касался развития их сел. Вот я сегодня задала вопрос, почему у нас это мало этих благоустроенных домов, да? Это потому что септики обслуживать тоже как-то очень трудно, да? Из Ленска вот машину заказать, нету полигона. Нам говорят, септик сделайте, и там дырку, и там туда пойдет. А потом, если проверка придет, и куда? Штраф заплатить тоже не хочется. Не обошлось и без слов благодарности. Бичинчинцы сказали спасибо правительству за внимание к их поселению. За последние 2 года в селе произошло много новшеств. Проведен интернет, появился кинотеатр, стабильно развивается сельское хозяйство. В это направление вкладываются большие средства. Обратились к правительству с проблемными вопросами и жители поселка Северная Нюя. Сельчан больше всего волновал вопрос оттока населения из наследия. Причина тому – отсутствие доступного образования. В селе нет ни школы, ни детского сада. Еще один важный вопрос – это строительство фельдшерско-акушерского пункта и привлечение в село медицинского специалиста. Также стоит вопрос по КСК, либо по зданию клуба по строительству, в связи с тем, что здание клуба у нас тоже аварийное. И эти проблемы, они задаются, вопросы из года в год. К сожалению, решаются очень долго и сложно, поэтому они и ставятся, эти вопросы. Также жители задавали вопросы о некачественной связи МТС, которые просили, чтобы было улучшение. После общения с населением 14 февраля Ольга Балапкина встретилась с семьями мобилизованных. Также заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия провела незапланированную встречу в Ленской центральной районной больнице. Такое решение было принято после общения с населением. Основные вопросы жителей касались именно проблем с отраслью здравоохранения, отсутствия многих узких специалистов и терапевтов. Это проблема, которая не решится в секунду. Да, поэтому, тем не менее, помощь это необходима, поэтому сегодня мной принято решение и соответствующий приказ пройдет Минздрава Республики, по которому мультимедийная бригада узких специалистов отработает в Ленском районе, затем в последующем она сможет вести консультации через телемедицинскую консультацию. Это, безусловно, бесплатное оказание медицинской помощи в рамках медицинского страхования. И затем в последующем мы определимся с Минздравом и с больницей, как будем привлекать кадры. Рабочий визит правительственной группы продолжился и сегодня. С утра в районной администрации прошел прием граждан по личным вопросам, а после него состоялся отчет перед населением города, в котором приняли участие все члены делегации. После его завершения ленчане задали волнующие вопросы. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. Форум лидеров студенческих инициатив профессиональных образовательных организаций республики «100 способов развития» состоялся сегодня на базе «Точки кипения». В программу были включены лекции, тренинги, мастер-классы, совместная проектная работа, культурно-досуговые мероприятия. Форум состоял из 5 тематических направлений и треков. Мероприятие завершилось вручением благодарственных писем участников и принятием резолюции. Волонтеры Владивостока готовятся к работе на 2-х зимних международных спортивных играх «Дети Азии». Игры пройдут с 23 февраля по 5 марта в Кемеровской области.
21 февраля на Кузбасс вылетают сразу 15 приморских добровольцев, из них 11 – ребята краевой столицы. Волонтеры игр будут задействованы в сопровождении делегаций и координации гостей на спортивных объектах, будут помогать организаторам в проведении состязаний, а также работать на открытии и закрытии. Особенностью игр станет проведение показательных и демонстрационных соревнований по волейболу на снегу и компьютерному спорту. В принципе, мы все заряжены на низком старте, готовы вылетать. 21 февраля летим. Уже у нас будет аккредитация, обучение, всевозможные осмотры объектов спортивных. И действительно, зимние дети Азии, конечно же, отличаются от летних, в первую очередь, своими видами спорта. Да, для многих ребят, особенно фанатов лыжных гонок, да, керлинга, фигурного катания, хоккея, конечно, будет интересно максимально приблизиться к этим, да, видам спорта, непосредственно принять участие в организации, помочь. Якутские брейкеры заняли призовые места на чемпионате и первенстве Дальнего Востока в Хабаровске. Золотой медалью среди взрослых отметился Захар Черкашин, а среди детей третье место занял РЛ Мохов. За всю историю якутского брейкданса спортсмены с достоинством показали себя на соревнованиях разного уровня. Начата работа по подготовке спортсменов для участия на международных играх «Дети Азии» в Якутске. С 2020 года брейкинг официально признан олимпийской танцевальной категорией. У наших спортсменов есть большой потенциал, что в очередной раз доказывает успешное участие на дальневосточном уровне. Среди детей Мохов Ариэль занял третье место от 7 до 9 лет. Яковлев Долан до четвертьфинала дошел. Так что будем работать дальше. Отмечу то, что все участники, все ребята из делегации и взрослые эти прошли отбор. На командном наши заняли 4-е место и тоже получили путевку. И поэтому мы будем работать и готовиться к всероссийскому чемпионату в апреле в Москве. В это воскресенье в прямом эфире смотрите 5-й выпуск проекта «Танцуй». Борьбу за победу продолжают 7 пар. Участники на сей раз представят сюжетные номера. Ранее они выступили с бальными, народными и современными танцами. Отметим, что проект «Танцуй» отныне будет выходить в другое время. Если же раньше эфир начинался с 18:00, то с этого воскресенья проект будет начинаться с 7 часов вечера. В Алдане стартовал региональный турнир по мини-футболу среди юношеских команд за Кубок Витязя. Кроме хозяев, в соревнования приехали поучаствовать еще 7 молодежных команд из 3 регионов Дальнего Востока. На открытии турнира побывал Руслан Павлов. Турнир по мини-футболу на Кубок Витязя впервые прошел в Алдане в прошлом году. Тогда в нем приняли участие 5 юношеских команд, 4 из которых представляли города республики. На этот раз турнир собрал 8 соперников. К футболистам из районов Якутии присоединились хабаровчане и Чита. На победный результат настроены как тренеры, так и игроки. У любого спортсмена настрой всегда один – это побеждать. А как уж пойдет игра, там, посмотрим. Ну, конечно, мы нацелены на призовые места. Конечно же, боевой. Мы очень долго к нему готовились и думаю, что мы выиграем. Есть прорехи где-нибудь в обороне, в нападении, как вы считаете? Нет, такого нет, потому что у нас все игроки заряжены, ну и мы готовы победить. Организовать подобные соревнования непросто, однако трудолюбие тренеров и энтузиазм фанатов футбола пробивают административные и финансовые барьеры. В итоге получается спортивный зрелищный праздник, который идет на пользу всем участникам мероприятия. Это очень тяжело. Я знаю, сколько труда нужно, чтобы отправить команду. Это не борьба, не бокс, а командный вид спорта. И как минимум человек 10 едет. И нужны деньги, средства на питание, на проживание, на проезд. Так что я очень благодарен командам, которые приехали с Хабаровска, с Читы, с города Якутска. Ну и вообще организаторам, которые организовали этот турнир. В России футбол держится на энтузиастах. Вот если есть в городе, есть в районе энтузиаст, значит он будет. Если его нету, несмотря на какие поддержки властей, его никогда не будет. Нужен человек, который любит. Как говорится, футболом не играют, футболом не дышат, футболом просто болеют. Если есть такой, грубо говоря, больной человек, то он всегда будет жив. Именно футбол.
Поприветствовать юных футболистов и поддержать алданскую команду приехал глава района Александр Шестопалов. Он заявил, что власть уделяет внимание развитию спорта, особенно детского. Мы всеми силами стараемся поддерживать. И сейчас вот как раз проводим спартакиаду трудовых коллективов, которая закончится 20 мая. 11 видов спорта, 12 команд. Уже половина провели, а детский спорт у нас вообще в приоритете. Естественно, у нас направление это и самбо-дзюдо, это направление лыжи, это направление хоккей и направление мини-футбол. Все для молодежи. Победитель определится по итогам круговых встреч, которые продлятся 3 дня. А организаторы турнира уверены, что на следующий год борьба за кубок соберет еще больше участников и партнеров, которые вложат инвестиции в развитие юношеского футбола и спорта. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. На этом все. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.